Сегодня она сама себе аккомпанирует. Моя И еще и она немножечко расскажет тоже о своем знакомстве. Заслуженная артистка России. Уже объявила еще раз. С Прометеем Ионовичем мы познакомились при постановке оперетты, его оперетты «Деревенька моя» в театре оперы и балета. Это где-то 82-й год. Я увидела такого скромного человека, он нес ноты. Я говорю, а это кто? А это композитор, значит, нашей опереты будет. И вот в его оперете мне было назначено две роли. Я исполняла Галю и исполняла Наташу. Ну, в одном спектакле Галю, в другом Наташу. Значит, Галя должна была, значит, она трактористка, она пела такие задорные вещи, ставил, значит, спектакль Гатов, значит, из Москвы. И мне приходилось там танцевать, я помню пируэты, значит, танцевальные у меня были. Роль такая субреточного плана. Наташа – это лирическая героиня. Но я хочу сказать, что меня поразила сама музыка Чисталева. Настолько она была, знаете, вот свежая, такая вот она, может быть, вот сейчас я вам наиграю вот музыку, вы послушайте. Хорошо? Ну, я по первому образованию пианистка, поэтому могу как бы показать вам как пианистка. Вообще-то я в театре как вокалистка. Вот. Значит, вот у него есть в этой оперете вальс первой любви. Вот послушайте его немножко. На этом инструменте, конечно, это сыграть. Я на таком инструменте не привыкла играть. Но сами понимаете, что это некоторый инструмент. Да. Никогда не видел моих, простите, Майя Васильевна. Он какой новый. На чем-то играет. Да. Нет, она играет Да, на чем-то. да. Вот. Может быть, немножечко подпеть. Значит, в прологе пела Наташа с Галей. Вот она как раз, эта песня о деревне, я так думаю, что он о Нюрчуме написал вот эту песню. Вот, послушайте, она такая напевная, потому что какие слова. Затерялась в просторах полей деревенька не очень известная, только гроздья рябины на ней, да бескрайняя синька небесная, только гроздья рябины на ней, да бескрайняя синь поднебесная.
Вот. Так начиналось это произведение «Деревенька». Мы пели с Галей с Наташей.